Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещал, сегодня у меня ранее было видео о коляске, и обещал более подробно остановиться вот на данной модели и рассказать немножко пару слов и про, как же правильно, чтобы была составлена и про, чтобы была хоть какой-то шанс получить эту коляску. Вот. Начнем с общего обзора, так сказать, коляски. Данная модель коляски называется Vermeer Forest 3. И тут три дополнительные функции. Это электрорегулировка наклона подножек, электрорегулировка наклона спинки сидения и электрорегулировка наклона всего сидения. Вот. Данные есть еще функция дополнительная у таких колясок, как лифт или электрорегулировка по высоте сидения. Но данной функции у меня не прописана в индивидуальной программе реабилитации, и, так сказать, она здесь, на этой коляске, отсутствует. Вот. Что для меня, конечно, это минус. Очень удобная эта штука, когда ты, например, на кухне можно из шкафа там достать что-то, если высокие выключатели, тоже, дотянуться. Очень удобная штука этот лифт. Вот. На этой коляске стоят два аккумулятора по 80 ампер-час. Дальше два двигателя на каждое колесо. Два двигателя по 400 ватт, по 430 ватт, если более точно. Стоят колеса полиуретановые, то есть не воздушные шины, а полиуретановые, то есть антипрокольные шины, так называемые. Но я не знаю, я не пробовал еще на улице их, но по дому то, что они ездят. Единственное, то, что я не угадал, не было, эта коляска все-таки предназначена для меня лично, я буду использовать дома, в комнате, и она все-таки, вот эти колеса оставляют, черные колеса, черной покрышкой, оставляют след на линолеуме там. Не сразу, вот я поездил, сколько там уже, месяца нету, я не знаю, сколько уже я проездил. Уже там появляется на светлом линолеуме следы. Скорость данной модели, данной комплектации коляски у меня 10 км в час. Открывали мы такой корпус, где у этой коляски мозги, но это, конечно, уже не X-Power. Тут очень много замудрено, все провода там. Я даже туда не стал лазить. Просто выявили моменты, что там при перевозке аккумуляторы, так сказать, вышли из этой коробки. Там крышка есть такая, и они выскочили, и там металлический прут, и этот прут начал, царапать аккумулятор, и мы там небольшую доделку поставили, это снял я на видео. Так, мы открыли вот эту крышку с мозгами. И первое, что увидели, что, покажи, что у нас тут неправильно. Вот видите, при перевозке, как бы вот эта задняя часть, которая держит аккумуляторы и мозги, должна быть там вот в пазу. Вот там видно две такие штучки выпирающиеся, как корпуса. Вот вот это слетело. И надо нам поставить это на место. А случилось это потому, что аккумуляторы при перевозке пошли назад и выбили эту вот пластмассовую штучку, которая держит взад. То есть, и еще там немножко погрызли эти аккумуляторы, вот эти два железных прута с этой стороны. Вот.
И аккумуляторы даже погрузли. И нам надо поставить туда такую резиновую вставку, мягкую. Или из губки, или из такого мягкого материала, чтобы дальше не грызло. Постарай, вот, да. Вот под этот конкретный прут надо поставить. И сверху тоже. Там уже аккумулятор подсокан. Ну вот, короче, друзья, поставили туда прокладку из губчатого материала такая. С одной стороны жесткая, а с другой помягче, где вот эти пруты. И, короче, сейчас аккумулятор не будет натирать. Там при перевозке, тряске. Вот так. И заодно вставили там в пазы эти пластмассовые штучки, которые были. Еще нормально теперь. Также на этой коляске электроосвещение, то есть поворотники, фара, задние фары, аварийная сигнализация, зеркало, но я в комнате, я пока снял это зеркало, столик, настраивал электрорегулировку, ну то есть не электрорегулировку, настраивал длину подножек, вот саму длину настраивал под себя уже ширину подлокотников, то есть они выпячивали на сантиметр вправо и выпячивали на сантиметр влево. И для меня они, ну, я не влезал в двери дома, сейчас все нормально. Самое главное, углубил сиденье. Я не знаю почему, как-то я ошибся, и вправо у меня указана глубина 44. Оказалось, что мне нужно, я углубил, так сказать, глубину сидения на 8 сантиметров. Вот. Благо это позволяет, тут есть, ну, как бы, коляску как модуль, и можно отрегулировать очень хорошо все под себя. И высоту сидения, и все. Ну, в частности, я глубину отрегулировал. И очень мне сейчас сидеть очень комфортно. Вот. Подлокотники также можно, как говорил уже, регулировать по высоте. И они еще вот выходят, ну, как бы по длине. То есть можно удлинить, можно оставить как... Ну, короче, подбираешь это все под себя. Очень удобный подголовник. То есть, когда принимаешь положение полулежа, очень удобно, ну, как бы шея за долгий день устает, и 3D регулируемый подголовник. То есть можно регулировать как, ну, как комфортно, так и отрегулируешь. Еще хочу сказать, что у данной модели Vermeer Forest 3, коляска с электроприводом, такая независимая передняя подвеска. Она срабатывает, если, например, одно колесо попало в ямочку, а остальная коляска, например, на ровной поверхности, и чтобы не перевернуться или что ли, она как-то, ну, срабатывает подвеска. Очень, как довольно-таки нормальная штука. Особенно, когда заезжаешь там на препятствие, бордюры, можно, если под углом 90 градусов, например, барьер не преодолевается, то наискось, под более острым углом, благодаря этой подвеске очень легко поднимает, ну, преодолевает коляска это препятствие. Также коляска, после того, как мы отрегулировали ширину подлокотника, и она стала немножко, ну, почти на 2 сантиметра она меньше в габаритах стала по ширине. И свободно я езжу в любую комнату, в одну комнату, по прихожей, в спальню заезжаю, дальше заезжаю, очень легко заезжаю на кухню. Единственное, у меня осталось место, куда я не залезаю, это ванная. Но там дверь у меня 70 сантиметров по ширине.
не влезаю где-то сантиметров 5. Получается 5 сантиметров надо добавить эту дверь. Но буду добавлять 10. При возможности, если будет там ремонт какой-то, я буду добавлять 10. Единственное, не влезаю дверь в ванную сантиметров на 3. Нужно снять крепление для столика. Вот это. Ну и все равно не влезаю. Надо расширять дверь. Куда уперлись? Уперлись справа на коннекторе штырь. Подлокотник на думайка. Хочется. Ну и все, и трубкой. трубкой. А назад однако чуть-чуть дыша. Только колесо это мейка. Ну, талонетик. Левее. Все, застрял. Левосаз да? Все, не буду я. Ну, короче, Короче, трубка с окоуком, там, короче, в принципе, туран. Если трубку убрать, Да, а лучше поставить дверь пошире. 80 сантиметров. Что такой момент? Отрегулировали еще вот подставки под икры. Вот такие. Ну, чтобы когда поднимаешь ты вот это все, ну, подножку, то есть чтобы все хорошо там было, не прижимало нигде, все нормально, что было. Ну, такой момент еще при удлинении вот этой подножки, такой момент. Когда поднимаешь эту подножку, нога получается она в согнутом виде. То есть у меня нога длинная, и она получается, что надо удлинить очень много. А когда нам удлиняешь на всю длину, чтобы нога выпрямилась в поднятом положении подножки, то получается, когда эту подножку опускаешь, вот здесь, вот в этих местах, вот здесь, именно вот где бедра начинаются, тут прижимают вены. И кровоток, ну, как бы, нога немножко не имеет. И я такой нашел компромиссный вариант, то есть, как бы, чуть-чуть они полусогнутые ноги, но если я спинку отпускаю, то они почти выравниваются. И благодаря вот этому решению, ну, как бы, такой компромисс. Еще скажу про пульт. Пульт, как бы, простой у меня, не сенсорный. У меня это третья коляска уже я получаю, да, и у меня не было еще сенсорных пультов, чтобы сравнивать, они лучше или нет. Но я привык к простым пультам. То есть, я думаю, на морозе, там где-то 20 градусов иногда гуляю, сенсор, ну, это мое субъективное мнение, что простой пульт лучше, да. Главное, чтобы коляска она ездила и работала, а какой там пульт стоит, я не знаю, хоть бы там из дерева сделали, главное, чтобы работал. А тут все работает, у меня и на Myra Optimus пульт простой, тоже работает, на Xpower старый пульт. Не было проблем. На Xpower старый пульт 2011 года. Все нормально, работает, ни одной поломки, все нормально. Вот такой пульт, ребята. Кнопка включения-выключения. Индикаторы зарядки сверху, вот эти. Дальше тут скорость. Скорость двухуровневая, можно выбрать вот этой кнопкой. Вот это третья скорость. Это первая. И еще регулируется вот более тонко вот этой регулировкой. Это тоже скорость. Дальше вот этой кнопкой регулируем вот это, например, наклон сиденья. Загорелась. Это спинка сиденья, наклон. Это подножки. Это одна подножка. Это вторая подножка. Просто выбираешь и вот этим джойстиком уже потом управляешь вперед, назад, вверх, вниз. Вот такой сигнал такой своеобразный тоже. Кнопки поворотников. Коротким нажатием включается фара.
когда нажимаешь и держишь, включается поворотник. Ну, вкратце рассказал про эту коляску. Напоминаю, коляска, ну, я бы сказал, она универсальная, что для дома, что для улицы. Если куда-то ехать и закидывать машину, она тяжелая. Ребята, она весит 130 килограмм. Очень такой вес мощный. Если у меня X-Power где-то там килограмм 50 от силы, даже, наверное, 50 нету. Но, а это весит 130 килограмм. И это вам решать уже там, нужна она, эта коляска или нет. Нет, для дома она и для пользования, то есть дома я очень много провожу на коляске, дома сижу. Почти целый день я сижу. И чтобы ноги не оттекали, чтобы спину можно было отдохнуть, полежать. Мне эти функции все нужны, ну, хотя и она и тяжелая коляска. А теперь немножко расскажу, друзья, насчет правильной записи випра, чтобы смогли получить коляску, но хотя бы не именно такой марки, потому что марка, к сожалению, не прописывается випра, а коляски с такими функциями. Для того, чтобы фонд социального страхования мог обеспечить вас вот именно коляской с такими функциями, с такими электрорегулировками, вам нужно, чтобы в вашей випра в индивидуальной программе реабилитации была именно прописана такая коляска с такими функциями. И перед каждым словом регулировки, вот это очень важно, чтобы было слово электро. Например, электрорегулировка, например, вот так сейчас. Коляска с электроприводом, прогулочная, с электрорегулировкой наклона спинки сиденья, электрорегулировкой наклона подножек, электрорегулировка наклона сиденья. И можно еще добавить электрорегулировка по высоте сиденья. Важно, чтобы именно вот так было прописано, а не просто там, например, электрорегулировка наклона сиденья, и дальше перечисляется просто регулировка спинки, регулировка подножки. То есть вы уже не получите электрорегулировку подножек. Чтобы именно была приставка электро или с пульта управления, или приставка электро перед каждой регулировкой. Только так. Благо приказ 888 это все допускает. Даже не допускает, а прямо там написано, что при записи випра коляски с электроприводом, если человек нуждается, то прописываются вот эти функции с помощью электрорегулировки. Это все вы можете прочитать. Я сюда распечатал себе 888 приказ. То есть федеральный перечень реабилитационных мероприятий и ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду. Там идет таблица, там вы можете посмотреть в таблице, какие есть противопоказания и показания к выдаче этой ТСР. А самое главное, внизу есть сноски, примечания. Вот это самое главное. В самом низу приказа есть примечания. И самое главное, тут есть примечание 1 для нас. Внимательно прочитайте. Тут читать-то много, я уже не буду читать, вы просто сами. Примечание 1 в приказе 888. Примечание номер 6. Тут четко указано для кресла-коляски с электроприводом. Дополнительно может быть указан электрический способ регулировки угла наклона спинки сиденья подножки. Вот это ваше оружие, если МС не будет вам прописывать. То есть вы должны убедить МС, то, что действительно
руки ваши не могут там регулировать сами вы не можете. Но раз у вас есть электроколяска, то уже значит, что у вас руки работают очень слабо, и поэтому вам нужна коляска с такими регулировками. У многих Випра просто написано коляска с электроприводом. То есть регулировки не прописаны. Или прописаны они по старым законам, то есть без электрорегулировок. Регулировки без слова электро. И опять же вы не сможете получить. Надо будет вам поменять ИПРУ. А для этого надо проходить МСЭ. Я понимаю, что это звучит очень... Некоторые не соглашаются менять, заново проходить МСЭ, это все муторно. Но я думаю, сейчас это, если вам нужна действительно эта коляска, надо пройти МСЭ. В некоторых случаях, даже очень часто МСЭ делается на дому. Я знаю вот двух моих товарищей уже по интернету, которые после того, как я получил коляску, они делали ИПРУ на дому, и все, им прописали все электрорегулировки, и все нормально. Поговорили о коляске и об ИПРА. Конечно, это видео, опять же, больше для людей с ограниченными возможностями, что на моем канале их немало, и я уделяю им время. Даже писали мне в Одноклассниках и ВКонтакте, и на самом Ютубе есть комментарии, чтобы я поподробнее остановился на ИПРА. Я знаю, что многие есть люди, которые больше меня в этой сфере, они больше меня знают, но, к сожалению, или они сами не хотят делиться, или нет такой возможности. Но я знаю, что есть коляски и покруче некоторых, у некоторых, чем моя, но они, видишь, не делятся. В заключение хочу сказать, что будут, если вопросы по именно ИПРА, по составлению, я более конкретно и более так можно тет-а-тет поговорить, например, в Одноклассниках или ВКонтакте, там по голосовым сообщениям или по видеозвонку. Обращайтесь, всегда рад буду ответить, помочь, поделиться своим опытом. И еще напоминаю, что решать вам, то есть вам нужна эта коляска и добываться ее. Я эту коляску ждал 1,5 года, Майра Оптимус ждал 2 года. Да, нервы попортятся, но я думаю, стоит того, потому что купить денег нету столько у простого инвалида, например. А объявлять сбор тоже иногда идет негатив. Так что решать вам, добиваться от государства это, потому что все у нас есть. Говорят, что нету законов, да, есть и законы, просто иногда эти законы не работают. Надо их просто немножко попинать, чтобы они заработали. И у нас все предусмотрено. Для инвалида все законы есть, просто надо их применять. Вот. Все на этом, друзья. Заканчиваю это видео. Если что-то пропустил, вы мне напомните. Я, как уже говорил, свяжитесь в ВК, в Одноклассниках. У меня нету никакого сценария, я просто импровизированно так все рассказываю. Вот. Заканчиваю это видео. Все. Всем пока, всем до свидания. Удачи вам, кто посмотрел и воодушевился получить эту коляску. Удачи вам и еще раз пожелаю, не останавливайтесь, пожалуйста, при первом отказе. Если, например, вы проходили МСЭ и вам не прописывают вот эту электрорегулировку, вы не подписываете, вы не соглашаетесь со своей ИПРА, вы просто пишите заявление без подписи на ИПРА, что согласен, сразу в главное бюро МСЭ, в связи с несогласием районного бюро. Дальше уже, если не будет вас устраивать решение главного бюро, то есть опять не вы обращаетесь в федеральное, это уже Москва,
а решение федерального МС уже обжалует только суд. Ну, вот порой так иногда надо воевать, но я думаю, там на уровне, если не в районном МС решаются вот эти проблемы, на уровне главного бюро МС, ГБМС, если коротко ГБМС, то там уже вроде решаются и закон они выполняют. Если положено, вот как в приказе 888 прописать электрорегулировку человеку, значит будут прописывать.